В предыдущем выпуске. С XIII века татары-орды, а с XV по XVII века крымские татары в хрониках Львова фигурируют часто. Во второй половине XIII столетия в войсках короля Данила и его сына Льва служили татары. Они были в составе охраны Львовского замка. Князь Львов настолько сближается с татарами, что ни одно мероприятие, проходившее во Львове, не обходится без участия татарских беев и мурс. Согласно историку XVII века Бартоломею Зимаровичу, татары во Львове занимали целый район. Он находился на перекрестке современных улиц Краковской и Леси Украинки. Датой строительства ворот принято считать 1386 год. До 1441 года эти ворота назывались татарскими. Татарский квартал был городом в городе. Здесь действовали свои законы, правовые нормы, была своя администрация, мечеть, суд согласно шариату, мектеп, начальная школа при мечети и, конечно же, баня. Татары во Львове занимались ремеслами. Эта значительная прослойка общества пользовалась широкими правами и привилегиями и в благоприятных условиях, создаваемых властями, развивалась и процветала. С первых дней правления князь Юрий II Болеслав столкнулся с угрозой в лице короля Польши Казимира III. Последний претендовал на Галицко-Волынское княжество. Юрий, заручившись поддержкой хана Узбека, делает попытку противостоять этой угрозе. Итак, с 1387 года для города наступает новый, польский период. Что же касается татар, то их права не были ущемлены. Напротив, они чувствовали себя довольно вольготно. Именно в эти годы строятся упомянутые выше татарские ворота. И есть сведения, что именно в этот период количество татар в городе увеличивается. Ведь их политические лидеры уже готовили коалицию. Приближалась Великая война, которая всколыхнула всю Европу. Накануне Великой войны Польши и Литвы в союзе с ордынцами и крымцами против Тевтонского ордена во Львов прибыла новая волна татар. Часть их была подвластна сыну погибшего хана Тохтамыша Джелял-ад-Дину, другая же, меньшая, подчинялась наследникам крымского трона. Великая война разразилась в 1409 году из-за северо-западных литовских земель, находившихся под властью Тевтонского ордена крестоносцев. В союзе с Великим княжеством Литовским вступили Польское королевство, князь Смоленский, а также конницы ордынца Джелял-ад-Дина и сыновей хана крымского юрта Таш-Тимура, Девлета-Берди и Гияс-ад-Дина. Весной 1410 года во Львов съехались главные участники коалиции. Именно здесь, в Нижнем замке, в строжайшей тайне они разработали подробный план похода против Тевтонского ордена. Союзники предусмотрели все, от места, где должны были развернуться войска, до тактики боя. Большие надежды возлагались на татар, владевшим тюркским боевым искусством Кара-Каплан. 3 июля 1410 года польско-литовско-крымско-татарско-смоленское войско под командованием польского короля Ягайла Владислава II двинулось к границам Тевтонского ордена. У селений Грюнвальд и Танненберг разразилась битва. Тогда под Грюнвальдом крымско-татарская конница приняла на себя самые тяжелые удары. С помощью простых арканов, пущенных в ход по приказу Мурзы Багардина, одержала полную победу над тевтонцами. Мощная коалиция союзников выиграла Грюнвальдскую битву в 1410 году. Великая война была окончена.
После Грюнвальдской битвы Львов наравне с другими городами королевства польского устроил победителям триумфальную встречу. Вместе с королем Егайло и его двоюродным братом, князем Великого княжества Литовского Витовтом, во Львов прибыли крымско-татарские лидеры со своими воинами. И еще весной 1410 года во Львове двоюродные братья, король Егайло и князь Витовт, дали слово Джалял-ад-Дину вернуть отцовский трон в сарае, а Девлету-Берди Гияс-ад-Дину утвердиться в Крыму. Взамен татары должны были помочь в борьбе против тевтонцев. И Витовт и Егайло сдержали свое обещание. После нескольких неудачных попыток Девлет-Берди в 1419 году утвердился на троне крымского улуса юрта. В начале 15 века Львов населяло 5500 человек, из которых около 600 человек проживали в Галицком и Татарском предместьях. Пятой по величине этнической группой города были евреи. В предместьях также преобладали немцы, хотя доля русинов и татар здесь была значительно выше, чем в пределах городских стен. Татарская община, которая уже состояла из ордынцев и крымских татар, разрослась. После событий под Грюнвальдом здесь осело некоторое количество татар, которое сопровождало семьями своих ханов. Вероятно, тогда уже магистрат города принял решение выделения им земель в предместьях Львова. Еще одна довольно крупная этническая группа – армяне проживали во Львове со второй половины XIII века. Источники утверждают, что они переселились из Крыма, куда в свою очередь эмигрировали со своей исторической родины. Проживание армян в Крыму сказалось на их культуре и языке. Армяне, переселившиеся во Львов, говорили на крымско-татарском, тюркском языке. Это подтверждают нотариальные акты купли-продажи, так как эта часть населения во Львове занималась исключительно торговлей. Но кроме этого существует еще один артефакт – каменные плиты у входа в Армянский собор. Утверждают, что это надгробные плиты, старейшим из которых 600 лет. Они перенесенные сюда с кладбищ других храмов. Но главное то, что на них сохранилось. Это наиболее древнее тюркское письмо – тюркские руны. Согласно установленному знаку на входе в собор, строительство храма началось в 1356 году. Любопытен тот факт, что один из самых древних храмов Львова был построен на средства армянских купцов Якова из Кафы, то есть выходца из Крыма, и Фаноса из Кайсери, современной Турции. А вот храмов мусульманской части населения, к сожалению, сейчас во Львове не встретишь. Мечети не сохранилось. Однако она была, и, как утверждают историки, не одна. Ну і, звичайно, треба сказати, що у Львові була своя мечеть. І мечеть існувала тільки до середини 15 століття. Існувала вона в районі Свято-Онуфріївського монастиря, це по вулиці Хмельницької, якщо ви знаєте. І біля неї ж був цвинтар. На цвинтар було натраплено в середині 19 століття, коли будувався залізничний міст, то тоді було виявлено кількасот, власне, поховань мусульманських. Татарские ворота, Татарская улица, Татарский квартал некогда располагались возле княжеского дворца. Рядом с ним, по некоторым сведениям, находилась соборная мечеть. Кроме крымских татар, мусульман, в городе проживали еще арабы, булгары, турки, в ранние годы кыпчаки, которые со временем полностью растворились в местных татарах и даже караимы. Местное население называло их сарацинами. Были случаи, когда сарацинами уже в польский период могли называть львовских татар. В первой половине 15 века магистрат города принял решение полностью переселить крымско-татарскую общину в предместьях Львова. В самом городе оставалась небольшая группа татар. Те же источники не упоминают причину, по которому было принято такое решение со стороны городских властей. Несмотря на то, что Львов через своих жителей крымских татар и даже армян постоянно поддерживал экономические и культурные связи с Крымским ханством, в 1498 году крымцы вторглись на Галичину и сожгли предместье Львова. Следующее военное столкновение с крымцами было зафиксировано в 1524 году.
Тогда крымская конница осадила Львов и стала лагерем в селе Сбонша. Последний поход был совершен без одобрения нового крымского хана Саадета Герая I. Однако на этом походы крымцев на Галичину сократились, а на Львов и вовсе не зафиксировано ни одного. Следующая военная кампания состоится гораздо позднее, а точнее в период освободительной войны Богдана Хмельницкого. Что касается крымско-татарского населения Львова, то оно жило довольно замкнуто. Во главе общины стоял имам. Именно он разбирал гражданские и судебные дела. Некоторые татары имели в городе свои лавки с товаром, но в большинстве своем татары Львова по-прежнему занимались ремеслом. Это были кузнецы, кожевники, оружейники, ювелиры, столяры. Возможно, в целях безопасности это стало одной из причин, почему крымских татар переселили в предместье. Хорошо известно, что Львов неоднократно переживал крупные пожары. Некоторые татары в городе имели свои лавки с товарами. Именно они через торговые отношения сохраняли постоянную связь с Крымским ханством и другими крупными мусульманскими крымско-татарскими общинами Галичины, Волыни и Киевщины.